Кавказя цакамдат вершнул помбыз. И цагава ботуш. Мехо царе, олша, ночта, церкшта, темшкина. Беда. А вошкам новый хуйл, мил хуйл, даже враун кой, царе, темшкина, Россия, цакарцигина. Договор ингушей на верность русскому императору, данный в 1810 году, охватывал далеко не весь ингушский народ, а лишь 6 фамилий. При этом, как указывает историк и этнограф, кавказовед Анатолий Генко в своей статье под названием «Из культурного прошлого ингушей». Во время Кавказской войны многочисленные горные селения ингушей еще оставались в непокорности, и там осуществлялись ожесточенные стычки русских солдат с теми ингушскими родами, которые не входили в зону влияния Российской империи. В этом же тексте упоминаются карательные экспедиции царских войск в горные ингушские башенные поселения, такие Эбан, Хьюли, Сори, Кхарт и многие другие. В журнале «Вестник древней истории», в статье под названием «К истории Ингушии», автором которой является доктор исторических наук, кавказовед Евгений Крупнов, содержится информация о сопротивлении ингушей царским войскам во время Кавказской войны. Ингуши частично принимали участие и в движении Шамиля. Они оказали сопротивление отряду князя Абхазова в 1830 году и барону Розену в 1832 году. Они участвовали в крупном Назранском восстании, жестоко подавленном царизмом. В результате этих событий многие горные аулы ингушей были уничтожены, на месте селений на плоскости основаны казачьи станицы, а некоторые племена ингушей, как карабулаки, выселены в Турцию. В 7-м томе актов Кавказской археографической комиссии описывается оборона ингушами села Эбан, также взрыв боевых башен Эбан вследствие выстрелов из артиллерии. Упоминается выживший под завалами башни защитник по имени Мургуст, происходящий из рода Цицкиевых. О следующей карательной экспедиции царских войск 1832 года против горных ингушей в труде военного топографа Иоганна Бларамберга под названием «Военное описание Кавказа» можно извлечь следующие сведения. Главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом барон Розен прибыл сюда в июле 1832 года и разрушил до основания их поселения. Жители же отступили в недоступные скалы, часть из них была захвачена и отдана их врагам, тагаурцам. Остальные предпочли умереть от голода, чем сдаться в плен. Женщины, видя, что им не избежать плена, бросались в бездонные пропасти, предпочитая гибель потери свободы. Эта экспедиция длилась 17 дней, трудности встречались на каждом шагу. Ужасные дороги на краю пропасти, не приспособленные для тысяч солдат, многие из которых погибли, сорвавшись в пропасть. Также погибло много лошадей, доставлявших продовольствие.